Добрым прекрасным утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 21 сентября, понедельник, и давайте вступим в новую рабочую неделю бодро и постараемся именно на этой неделе воплотить в жизнь все свои самые смелые задумки. Мы от всей души от команды утреннего эфира поздравляем Сардану Трофимову с победой на московском марафоне. Но это не единственная победа наших земляков. Главный приз российского кинофестиваля «Кинотавр» получил якутский фильм Дмитрия Давыдова «Пугало». Главная героиня фильма «Знахарка», отшельница. Люди избегают ее, но в то же время приходят к ней за чудом в надежде на исцеление. Гильдия киноведов и кинокритиков также вручила фильму «Пугало» приз имени Даниила Дондурея. Исполнительница главной роли Валентина Романова-Ческырой получила приз за лучшую женскую роль. В эту субботу, 19 сентября, ультрамарафонец из Якутии Григорий Максимов выиграл гонку в 50 километров в китайском городе Далянь. Мы поздравляем с этой победой Григория и его тренера Марфу Троеву. Сегодня, 21 сентября, так много интересного происходит в мире. Так, например, Армения отмечает День независимости, День студента в Аргентине, фестиваль бананов в США, а весь мир отмечает День благодарности. Напишите нам, кого бы вы хотели поблагодарить, что такое благодарность и насколько важно быть благодарным. А в конце эфира этот вопрос мы обсудим вместе со специалистом. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Всегда на связи. Также с удовольствием зачитаю ваши утренние приветы, поздравления и новости. А прямо сейчас давайте узнаем, какая же погода нас ждет сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах сегодня в 6 часов утра температура воздуха составила +1 градус. Днем потеплеет до 17 градусов. В Заречье в 6 утра +1, днем до 16 градусов тепла. В южных Улусах +4, днем +15. В Вилюйских Улусах +5 утром, +17-16 днем. В Нижнеленской группе Улусов в 6 часов утра температура воздуха 2 градуса тепла, днем до +15. В западных Улусах в 6 утра +3, +9, днем +11-17. В Колымо-Индигирской группе Улусов в 6 часов утра +1, +5, днем до 12 градусов тепла. В Янских Улусах в 6 утра +2, +4, днем +8, +10. В северо-западных Улусах в 6 утра +5, +7, днем до 12 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила -2 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер переменный 1,6 метров в секунду. Днем ожидается +15-17 градусов тепла. Спешите подключиться к системе лояльности «Свои», чтобы получить кэшбэк до 40 тысяч рублей ежемесячно, оплачивая покупки картой Алмаз-Эргенбанка в сети партнеров. Более подробную информацию вы можете получить на сайте свои.albank.ru. Юная нерюнгринка Кира Довбенко принимает участие в конкурсе Miss World Internet 2020. Победитель определяется путем интернет-голосования, и у девочки есть все шансы стать первой. Наши коллеги из Нерюнгри более подробно. Будем голосовать за Киру? Да! Ученица 3 класса школы номер 15 может стать победителем отборочного этапа конкурса «Мисс Интернет». В случае успеха Киру пригласят на очный финальный этап конкурса, который пройдет в Сочи на Красной Поляне с 30 октября по 4 ноября. Я очень рада, что я попала в конкурс. Я об этом очень мечтала долго, и моя мечта сбылась. Для победы мне нужно 1300 голосов.
И я надеюсь, что нерюнгринцы проголосуют за меня. Для юной ученицы это первый опыт участия в подобном конкурсе. Отсюда и волнение, и, конечно, желание быть первой. Киру, помимо родственников и друзей, поддерживают и ее одноклассники. В свою очередь, девочка обещает, что на учебе это не отразится. Мы отправили заявку. Спустя время, наверное, недельки полторы-две, они нам написали, что вы приняты, получается, в модельное агентство. Еще через пару дней они написали, что проходит такой-то конкурс. И мы вас по фотографиям отобрали, что вы можете представлять нашу республику Саха-Якутия. Но на учебе я думаю, что это не отразится, потому что я буду контролировать это. А пока Кира надеется на поддержку земляков и с замиранием наблюдает за ходом голосования. Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. Мы от всей души желаем удачи маленькой Кире. Но это были не все новости из этого прекрасного, уютного города Нерюнгри. Программа поддержки местных инициатив. Ее целью является решение проблем местного уровня, вовлекая все заинтересованные стороны, местное население, представители бизнеса, администрации. Претворять в жизнь проекты, которые действительно нужны, при этом эффективно используя финансовые средства. Над какими проектами работают в Нерюнгри и какие уже введены в жизнь, нам расскажет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города Нерюнгри Ольга Петровна Мураева. Доброе утро, Ольга Петровна. Включите, пожалуйста, звук нашей гости. Ольга Петровна. Я напоминаю, что у нас на связи город Нерюнгри. Небольшие технические неполадки, но сейчас мы их обязательно решим. Мы будем говорить о программе поддержки местных инициатив. Что же сейчас в городе Нерюнгри уже сделали? Детские площадки, обустройство города. Так. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города Нерюнгри. А пока я зачитаю ваши приветы. Так. Уважаемые наши любимые работники НВК «Новый день», с добрым утром! Желаем вам удачного дня. Спасибо огромное, дорогие наши телезрители. Обязательно подписывайте свои сообщения. Так нам будет интереснее и даже приятнее. Так. Дорогую любимую племянницу Петрову Зою поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе. Так, еще. Любимую бабушку, маму, коллегу, жену поздравляем с юбилеем. Так, имя мамы не написали. Пожалуйста, дорогие телезрители, подписывайте свои сообщения и кого же вы поздравляете. Желаем вам удачи, дорогие коллеги, дорогие работники НВК. Так. На днях торжественно открыл свои двери Центр по профилактике детского дорожно-спортивного травматизма в Республике Саха-Якутия. В рамках мероприятия состоялась передача передвижного комплекса технических и методологических инструментов. Передвижной комплекс с фирменным названием «Лаборатория безопасности» – это специализированный ярко-желтый автобус, который собирает детей на уроки по безопасному поведению на дороге. Об этом подробнее в материале коллеги моей Катерины Винокуровой. Это не просто машина, а уникальный комплекс, отличительной особенностью которого являются мобильные автоплощадки или автогородки. Оборудование автобуса позволяет моделировать дорожные ситуации и обучать поведению на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Мы к этому очень долго шли, и благодаря поддержке и, конечно же, ГИБДД по Республике Саха-Якутия и администрации города Якутска, Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия, мы получили этот комплекс, который стал по России 48-м. В каждом регионе открываются такие лаборатории безопасности, и мы будем
будем выезжать по школам республики и обучать детей именно вот современным подходом понимания участников дорожного движения. Внутри автомобиля велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы, макеты, элементы уличной дорожной сети, а также модели автобусной остановки и автобуса. Работа по открытию автогородков осуществляется по поручению президента России Владимира Путина. Она направлена на снижение детского травматизма на дорогах. Сейчас у нас практически, у каждой семьи, наверное, да, имеются автотранспорт, и даже у некоторых и не по одному. И, конечно, очень важно, чтобы с детства впитывали правила дорожного движения, что позволит, конечно, нам долгосрочно и повысить продолжительность жизни и вообще обеспечить счастливую, долгую жизнь. И здесь нет, конечно, таких явных показателей эффективности, да, но снижение травматизма на дорогах детей – это будет самый главный наш показатель. Только что открывшийся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в республике включает в себя теорию, практику и игровые форматы. Для 3 возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные программы по обучению, учитывающие особенности целевых аудиторий. В разработке методологии принимали участие ведущие эксперты страны в области безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики. Вот. А если ты, допустим, едешь стоя, что нужно делать? Зачем? За что держаться-то? Правильно. Показывали, как правильно, например, переходить дорогу, как правильно на велике, например, кататься там, куда можно выезжать, куда нельзя выезжать, по правилам дорожного движения тоже. Каждый центр оснащен оборудованием из более чем 70 позиций. Выездные занятия будут проводиться по заявкам самих образовательных учреждений. А на этой неделе желтый автобус отправится в 3-ю школу, в которой открыт 1-й профильный класс «Юные инспекторы дорожного движения». Передвижной формат позволит проводить обучение в любом населенном пункте нашей республики. Еще раз доброе утро. Вы смотрите «Новый день». У нас на связи город Нерюнгри, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства города Ольга Петровна Мураева. Доброе утро, Ольга Петровна. Ольга Петровна. Доброе утро. Мы сегодня говорим о программе поддержки местных инициатив. Какие же проекты были инициированы у вас в городе и над чем сейчас идет работа? Я хочу статистику сказать. В 2018 году на территории муниципального образования города Нерюнгри впервые стартовала программа поддержки местных инициатив, реализуемая правительством Республики Саха-Якутия и Всемирным банком. Жители нашего города активно приняли участие в данной программе. И оценку этой программы дают, что это самая успешная программа, реализуемая на территории Республики Саха-Якутия. Для такой оценки есть несколько причин. Во-первых, повышается активность жителей города. Далее, и участвуют. Самое главное, что жители нашего города активно принимают решения в проблемах местного значения. Также они объединяют людей. Если некоторые жители уже стали забывать соседей, то инициативная группа собирает сход, где жители могут решить проблемы. На сегодняшний день, за период 2018-2020 год на территории муниципального образования было подано 9 заявок. Все они успешно прошли и выдано заключение конкурсной комиссии по положительное заключение. Что касается из них, 6 проектов на сегодняшний день уже завершены успешно, и 3 находятся на стадии завершения. Хотелось бы отметить активное участие жителей нашего города, отдельных многоквартирных домов. Это «Дружба народов» 16/1, геологов 71, Южно-Якутская 24, управляющих организаций, которые также принимают активное участие в реализации данной программы. Это «Жилсервис» в лице директора Василюк Татьяны Александровны, жилищник,
Линик Александр Иосифович, исполнительного директора Кушнеревой Антонины Юрьевны. Также, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить нашего куратора по реализации программы поддержки местных инициатив Борзову Ольгу Алексеевну за оказание консультационных, методической помощи в реализации данной программы. Мгм. Ольга Петровна, вот на ваш личный взгляд, насколько эффективно вот введение в жизнь подобной программы? И, возможно, есть ли там недостатки какие-то, что можно было бы исправить? Ну вот на наш за 3 года 9 проектов. Я считаю, что они все успешно были реализованы. В принципе, вот те 3 проекта на сегодняшний день, которые 2020 года, они завершаются. Самое главное, вот ну, из всех 9 проектов, мне, конечно, больше всех понравился проект «Это спортивная площадка». Потому что там дети, это наше молодое поколение, они сами принимали участие в решении данной вот этой устройства этой спортивной площадки. Мгм. Что насчет финансирования? Значит, это финансирование данной программы осуществляется из нескольких источников. Самую большую долю это дает государственный бюджет Республики Саха-Якутия. Также денежные средства местный бюджет вкладывает, жители, принимавших участие, и привлекает спонсоров. Кроме того, в данному проекту принимает участие и трудовое участие. Это, как бы сказать, безденежный вклад. Они озеленением занимаются, ну или другие какие-то принимают мероприятия по устройству данного проекта. Мгм. А что у вас в планах? Наверняка вот мы вас послушали, планы у вас грандиозные. Что впереди в ближайшее время? Ну, на сегодняшний день уже у нас идет подготовка 3 проектов. Это, значит, тоже, ну, также они будут благоустраивать. В основном жители нашего города хотят благоустройства своих дворовых территорий. Это что значит? Детские игровые площадки, спортивный комплекс, парковочные места для автотранспорта. И я думаю, мы в этом же направлении войдем и в 2021 год. Ну и ваши пожелания своим землякам, жителям города Нерингри и всем телезрителям канала НВК Саха. Я желаю активно принимать участие в данной программе, и все у нас получится. Это точно. Главное, все вместе, и все будет хорошо. Желаем вам удачного рабочего дня, и чтобы все планы обязательно притворились в жизнь. Всего доброго. Спасибо вам. Всего доброго. А мы продолжаем, дорогие телезрители, наш эфир. В Алданской библиотеке в рамках национального проекта «Культура» оборудовали смарт-лабораторию. В библиотеку доставили оборудование для работы, ларт-конструкторы, 3D-принтер, 3D-ручки, оборудование для студии звукозаписи. Ребята занимаются 3D-моделированием, изучают робототехнику и графический дизайн. Работают с ларт-конструкторами, изучают графические редакторы, в том числе Adobe Photoshop. С помощью оборудования для студии звукозаписи будет вестись работа на популяризацию лучших произведений самодеятельных авторов Алданского района, продвижение их творчества, а также для создания аудиокниг, в том числе для слепых и слабовидящих пользователей. Сейчас в библиотеке идет оцифровка коллекций редких краеведческих документов, которые имеют библиографическую и культурную ценность для района. Издание можно изучить дистанционно через краеведческий портал и электронную версию библиотеки. Также приобретено специализированное оборудование, сенсорный киоск и интерактивный стол для доступа пользователей к электронным фондам библиотеки. После модернизации работа по краеведческому направлению перейдет на совершенно новый уровень. А прямо сейчас я передаю слово своим коллегам из службы новостей. Доброе утро. В эфире новости. В студии Василий Раченко. И главное к началу дня.
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты запланированы с периодичностью 1 раз в неделю. В связи с этим прекращена программа вывозных рейсов с этими странами. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любую из них. Напомню, что наша страна приостановила международные полеты в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы. С 1 августа было разрешено возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. С 15 августа возобновились рейсы между Россией и Швейцарией. Несмотря на то, что Египет с 1 сентября возобновил международное авиасообщение и открыл доступ ко всем основным достопримечательностям, туристы, тем не менее, не спешат туда возвращаться. Гиды и отели ожидают, что грядущий сезон будет особенно тяжелым. Почему? Узнал Артем Сторонов. Возле древних пирамид Гизы бродит лишь небольшая кучка туристов. Посмотреть на колоннаду Луксора приехала одна группа из 12 иностранцев. Курорты Красного моря загружены менее чем на 10%. Большинство магазинов на рынке Хан-эль-Халили в Каире закрыты. Несмотря на то, что Египет с 1 сентября возобновил международное авиасообщение и открыл доступ ко всем основным достопримечательностям, туристы не спешат возвращаться в государство на севере Африки. Владельцы отелей и туристические гиды опасаются, что пережить зиму им будет непросто. Вирус пришел и все разрушил. Здесь было много туристов и все работало. А теперь, как видите, все в руинах. Раньше к нам приходило немало туристов. Были немцы, американцы, итальянцы, китайцы, японцы, англичане. А теперь никого. Отсутствие приезжих может тяжело отразиться на экономике страны, около 15% ВВП которой составляют доходы от туризма. По данным властей, Египет с начала пандемии ежемесячно теряет примерно по $1 миллиард. Политики и чиновники делают все возможное, чтобы убедить людей в том, что посещать страну безопасно. Нельзя просто сидеть и ждать, пока вирус полностью не исчезнет. Мы уверены, что сможем обеспечить защиту всем туристам. Приезжайте и прикоснитесь к магии пирамид или посмотрите на мумии в Каирском музее. Местные власти уверяют, что ситуация в отелях и основных туристических местах полностью под контролем. Все те, кто въезжает в страну, обязаны предоставить справку об отсутствии коронавируса. Тем не менее, Евросоюз пока не спешит добавлять Египет в список безопасных для посещения стран. Новые имена художников-любителей, включая и авторов из Якутии, открыли на выставке лауреатов Всероссийского фестиваля «Салют Победы» в Москве. Она стала финальным мероприятием арт-проекта «Великому подвигу посвящается». «Салют Победы» объединил более 600 непрофессиональных художников и народных мастеров из 66 регионов России. В Центральном выставочном зале представили более 300 уникальных экспонатов: живопись, графика, скульптура, народное творчество, макеты военной техники. Работы якутских мастеров раскрывают темы трудового фронта, трагедию семей, потерявших на войне отцов и сыновей, о потерянном детстве. По словам кураторов выставки, в каждой работе личная история. Работы якутян вошли в итоговый каталог выставочного проекта. Презентация альбома «Великому подвигу посвящается» состоится в конце сентября в Москве. Интересен художественный язык якутских художников. Это то, что сегодня очень ценится и что заметили специалисты. Это художественный примитив, который очень близок к народному творчеству и исходит. Его основание – это не академическая живопись, а это народное творчество. И они органичны, они имеют внутренний ритм, они построены по законам как раз-таки народного творчества. Это крайне интересные работы, и мне кажется, что многие музеи теперь, которые показывают наивное искусство, захотят сделать якутскую выставку у себя. К этой минуте пока вся информация. До встречи в эфире. Сегодня, в Международный день благодарности, мы поговорим о том, что же это такое и какую смысловую нагрузку несет в себе
выражение «быть благодарным». Об этом мы поговорим с педагогом-психологом Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи по городу Якутску с Матрёной Сыроватской. Матрёна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, что же такое благодарность? Давайте немножко объясним. Это же непростое спасибо. Да, благодарность – это позитивные эмоции. Человек пробуждает в себе мотивацию. А мотивация, конечно, нам очень помогает ставить цели, да, программировать себя, всегда быть на позитиве. А как же нужно проявлять эту благодарность и насколько это важно для самого человека быть благодарным? Ну, конечно, мы благодарим за какие-то поступки, действия, да. Мы должны еще научиться благодарить и себя. То есть утром, вечером, например, да, перед выходом на работу, перед зеркалом. За то, что мы принимаем себя такой, какая есть, да, за то нынешние происходящие хорошие события, например, да, то есть мы учим себя всегда быть на позитиве и копим в себе положительные эмоции. Это очень важные качества для того, чтобы в дальнейшем себя мотивировать, ресурсировать, еще говорят. А вот нужно ли или можно ли требовать благодарность от детей, от родителей, там, от учеников? Ну, не требовать, а показывать родителям пример своим детям через общение с социумом. Да? В качестве благодарности, если ребенок этого не понимает, то в младшем возрасте это в игровой форме, например, в сказках, да, мультиках, да, персонажи какие-то, герои, да, а в более старшем возрасте это получается через беседу или фильмы какие-нибудь. Как нужно проявлять? Вот сейчас очень популярно стало выражение «будьте благодарны». Как ее нужно понимать? Да, будьте благодарны. Эти слова, конечно, которые нам одушевляют, скажем, да, которые нам человек, когда благодарим, например, родных, мы должны, говорят, что благодарить, например, и ласкать, например, спину. То есть таким образом мы снимаем у человека негативные чувства, обиды там, и тому подобное. То есть спасибо и благодарю тебя, они очень большую роль играют. То есть я выражаю мысли, эмоции именно вот стоящему передо мной человеку, да. А спасибо это как получается общее такое выражение. Это просто слово, да? Нужно отличать. Да. Так, спасибо большое, Матрёна. Я действительно вам благодарна за то, что вы вышли этим утром к нам в эфир. Желаем вам хорошего дня и удачной недели. И на этом, дорогие телезрители, наш эфир потихоньку подходит к концу. Мы желаем вам хорошей, плодотворной рабочей недели. Сегодня понедельник, так что вперед, бодро и с песней, как говорится. Всего вам доброго. Удачи. Пока. Сахалар, хахалар. Здравствуй, и ты оседлен болты. Сценарий Хоха. Всем привет.